День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», в студии Петр Васильев. Здравствуйте, вот о чем мы расскажем в ближайший час. Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной, однако есть нюансы. Расскажем, какие. Вооруженные силы Российской Федерации освободили Суджу и еще 2 населенных пункта в Курской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». В республике тем временем проходит активная подготовка к прохождению паводкоопасного периода и пожароопасному сезону. Узнаем подробности подготовительных работ. 11 единиц транспорта получила Алданская ЦРБ за последние 4 года. Последний УАЗик, предназначенный для одной из поселковых амбулаторий, поступил в феврале. В столице республики выявили лучшего учителя этого года. За высокое звание боролись 25 специалистов. Узнаем, кто стал лучшим. В ходе совещания с членами Совета Безопасности президент России Владимир Путин заявил, что ознакомился с предложением президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер настоятельно попросил, цитата, «пощадить солдат вооруженных сил Украины, части которых заблокированы в Курской области». В связи с этим Путин напомнил, что украинские военные в Курской области совершили множество преступлений против гражданского населения. Он подчеркнул, что подобные действия ВСУ классифицируются Генеральной прокуратурой как терроризм. Вместе с этим глава государства заявил, что относится к призыву Трампа с пониманием. Он подчеркнул, что в случае, если украинские войска сложат оружие и сдадутся в плен добровольно, им будет обеспечена безопасность. Прежде чем начать работу, подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации. Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен. Российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны. ВСУ после освобождения российскими войсками Суджи лишились главного хаба и укрепрайона в области, сообщили в российских силовых структурах. Отмечу, что 120 мирных жителей вывезли из Суджи с 12 марта. Всем оказывается необходимая медицинская, психологическая помощь. Мы с женой были дома, начались бой начался. Мы с женой пошли в подвал, спустились дома в подвале, в погребках. А пришли, мы сели в подвале, дверь я прикрыл, говорю, дверь кто-то раз открывает. И сразу не говорил, кто там, что лимонку прям бросил в гранату в подвал. Граната взорвалась. Мы хоть за стенкой сидели. Жене немножко лоб поцарапала, мне ногу. А потом уже кричит, вылазьте, кто там есть. Мы вылезли с Женькой. Я стал возле стенки уже дома, она возле двери. А он, там один какой-то, не знаю, лет под 50 ему. На нас начал, вот, вы наших убиваете. А моя что-то сказала ему. Он прям сразу затвор передернул и с 2 метров ее застрелил. И автомат на меня. Я глаза закрыл, стою, жду. Думаю, сейчас и мне смерть будет. Слышу, что это он бубнит, а не стреляет. Я глаза открываю, а он затвор дергает, а никак не может выстрелить. Потом за автомат за ствол взял об землю и ногой в затвор. Я смотрю, что-то выскочило. Я думаю, это пружинка или что. А потом, когда свою жену начал хоронить, этот патрон выскочил. Вот мне что и спасло. Ну а тем временем спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткофу перед встречей с Владимиром Путиным пришлось ожидать окончания переговоров российского лидера с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Самолет Уиткофа прибыл в Москву в четверг днем. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит указала, что спецпосланник Трампа посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Позднее уже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин поздно вечером в четверг принял американского спецпосланника и передал через него информацию и дополнительные силы для Дональда Трампа. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация. И также, собственно, через Уиткофа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа. Точное время разговора двух президентов пока не согласовано. Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это предложение должно привести к долгосрочному миру. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко после окончания переговоров в Москве заявил президент России Владимир Путин. Об этом и о многих других важных федеральных событиях недели в дайджесте Максима Кардозу. Приветствую! Как обычно, неделя выдалась очень интересная. Сегодня в дайджесте будут новости политики, экономики и социальной сферы. Конечно, важнейшая новость уходящих дней – это заявление Владимира Путина о согласии на перемирие с Украиной. Об этом лидер страны заявил на пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко. Президент сказал, что Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Он также отметил, что в предложении о перемирии необходимо учесть несколько нюансов. В частности, по его словам, есть риск использования Киевом 30-дневного прекращения огня для получения оружия или принудительной мобилизации. Первое. Что мы будем делать вот с этим участком вклинения в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, а как будут решаться другие вопросы на все линии соприкосновения, а это почти 2000 километров. Напомним, предложение о 30-дневном перемирии было выдвинуто после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Президент России на этой неделе провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой. Это первый приезд верховного главнокомандующего в регион после вторжения в него ВСУ. Владимир Путин прибыл в штаб в военной форме и заслушал доклад начальника Генштаба первого замминистра обороны Валерия Герасимова. Герасимов сообщил, что за последние дни российские войска освободили 24 населенных пункта и более 1000 квадратных километров территории субъекта. Это 86% от территорий, первоначально захваченных ВСУ. Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия. Полностью освободить территорию Курской области. В начале этой недели произошла крупнейшая атака беспилотников на Россию. В ночь на 11 марта 337 дронов атаковали российские регионы. Под ударом оказались Подмосковье, Курская, Брянская, Белгородская, Рязанская, Калужская, Липецкая, Орловская, Воронежская и Нижегородская области. По данным экспертов, на этот раз дроны несли не только мощные заряды взрывчатки или боеприпасы типа мин, но и дополнительно были заряжены поражающими элементами в виде шариков из подшипников. Таким образом, уже сделан вывод, что атака была направлена не только на поражение различных объектов, но и на мирных жителей. В результате 3 человека погибли, еще 20 получили ранения. Обломки БПЛА повредили топливную базу в Подмосковье, частные и многоквартирные дома. Сгорели автомобили. В результате произошедшего имеются погибшие и пострадавшие. В настоящее время проводится работа, направленная на установление всех деталей совершенного теракта. В том числе определяются точные места запуска беспилотных летательных аппаратов с территории Украины и лица к этому причастные. Все участники СВО получат статус ветеранов боевых действий. Это касается в первую очередь добровольцев. Президент поручил правительству подготовить соответствующие изменения в законодательство. В
числе положенных льгот единовременные и ежемесячные выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий. Компенсация 50% затрат на оплату жилья. Также ветераны боевых действий на Украине смогут получить освобождение от уплаты налога на имущество одного объекта каждого вида – квартиры, дома, гаража или другого помещения. Кроме того, есть право получить единовременную выплату на строительство или покупку жилья. И немного о сельском хозяйстве. Власти Ставрополья заявили на неделе, что готовы выращивать в России бананы. И первую партию отечественных экзотических фруктов обещали показать в следующем году. Инвестор найден, а в городе Невиномысске уже идет строительство теплицы. Кстати, Министерство сельского хозяйства России прорабатывает вопрос о включении бананов в список сельхозпродукции, чтобы фермеры, которые захотят выращивать этот фрукт, могли претендовать на определенные меры господдержки. Так что в скором будущем наравне с пшеницей, грушами, яблоками, кукурузой, ячменем и другими культурами в России появится и собственное производство бананов. Удивляться здесь нечему. Мы с вами прекрасно знаем, что и на вечной мерзлоте можно выращивать овощи, фрукты и цветы в промышленных масштабах. Главное – желание и правильный подход. На этом у меня все. Такой была эта неделя. До новых встреч. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Глава Якутии Айсан Николаев усиливает антитеррористические меры в регионе. 14 марта он провел заседание Республиканской антитеррористической комиссии, посвященное вопросам безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и в преддверии празднования 80-летия Победы. Он подчеркнул необходимость реализации дополнительных организационных и предупредительных мер для усиления противодействия террористическим угрозам. Особое внимание уделил защите объектов топливно-энергетического комплекса, в том числе оснащению их системами противодействия беспилотникам. Председатель Государственного собрания Ултумен Якутии Алексей Еремеев подписал соглашение о межпарламентском сотрудничестве с председателем Народного совета ДНР Константином Кузьминым. Спикер парламента ДНР подчеркнул, что Донбасс и Якутия – регионы с богатыми традициями, сильными людьми и самобытной историей. Также в ходе рабочей встречи Константин Кузьмин обменялся с Алексеем Еремеевым предложениями по сотрудничеству, в частности, в сферах сельского хозяйства и экологии. В целом, по Донецкой Народной Республике, когда мы приезжаем каждый раз, я всегда удивляюсь и радуюсь тому, что восстанавливаются дороги, восстанавливается инфраструктура, жизнь налаживается на Донбассе. И это самое главное. У людей появляется надежда в глазах. И если в первые годы я видел очень мрачные лица, то у некоторых сейчас, многих людей появляется уже улыбка на лицах. Это значит, жизнь возвращается на Донбасс. И это меня очень-очень радует, и это очень меня волнует. И полностью уверен, что победа будет за нами. Мы все это восстановим, жизнь наладится, и вместе будем жить в единой семье российских народов. Вдове погибшего бойца СВО из Якутии вручили ключи от нового дома. Строительство семья военнослужащего начала самостоятельно, но в какой-то момент средства на возведение дома закончились. Тогда многодетная мать Евгения Данилова обратилась за помощью к главе региона. Продолжит тему моя коллега Сыргалана Неустроева. Хозяину дома Эльдару Алексеевичу. Запрос на помощь у семьи Даниловых был небольшим – построить лестницу на второй этаж дома и сделать окно. На зов многодетной матери откликнулся Совет отцов Якутска. Те посчитали, что такой объем работ – полумеры. Помочь семье необходимо в полной степени. Объем работ очень большой сделан, начиная с сантехники, полностью электрики, отопления. Тут теплый пол, полы у нас ламинат хорошего качества, межкомнатные двери. И, как видите, сегодня такой большая радость. И я думаю, и дальше продолжим эту работу. И до этого продолжали по мере сил и возможностей. Совет отцов города Якутска расширяется.
Сегодня Евгения Данилова с благодарностью принимает помощь и испытывает счастливые моменты. Однако еще год назад, когда муж Евгении погиб, она не знала, что делать и как жить дальше. Сил придали дети, а еще поддержка Комитета семей воинов Отечества. Наша главная задача, чтобы каждая семья нашего региона и вообще нашей большой страны не оказалась одна с проблемами, которые ежедневно возникают, и наши семьи сталкиваются. Когда наши мужчины в тылу подставляют верное свое твердое плечо и решают даже вот такие вот вроде бы бытовые проблемы, это очень много значит для той семьи. Теперь членом комитета стала и сама Евгения Данилова. Женщина помогает таким же вдовам, семьям военнослужащих, как и она. Чаще советами, признается Евгения, но не прочь принимать участие и в других мероприятиях. Но хотим госпиталям вот это, посылка отправлять, вот это, благотворительно, то, что хотим, всякое. То, что есть, должно помогать. К решению проблемы семьи Даниловых были привлечены многие. От комитета до администрации города, от простых работяг до предпринимателей, от местных общественников до диаспор. Это еще раз доказало то, как неравнодушие якутян помогает человеку преодолеть горе, трансформировать личную трагедию в энергию взаимопомощи. Сарглана Неустроева, Георгий Хлопков, Якутск. От роддома до фронта акушерка из Якутии Зоя Степанова в 23 году отправилась служить на передовую. Полковой госпиталь был рассчитан на 30 коек, однако медики оказывали медицинскую помощь более чем сотне солдатам. В конечном итоге Зоя Петровна соскучилась по родным и решила вернуться на родину. В настоящее время Зоя Степанова работает медсестрой в клинике и уделяет время своей семье. Помимо этого, она стала одной из женщин, с которыми встретился глава государства Владимир Путин. Он выразил благодарность женщинам, участвующим в специальной военной операции. Очень приятный человек, пообщались. Фонд защитника Отечества решали свои вопросы, а мы рассказали маленькую историю. Работали, не покладая рук. Если поступали, например, 50-100 человек в день, мы все выходили на смену. Нет, не жалею. После СВО я сразу же нашла работу. Работаю старшей медсестрой в клинике здоровья. И планы на будущее – жить и радоваться жизни. Для участников специальной военной операции продолжается прием заявок на участие в кадровой программе «Земля героев». Это площадка для обучения будущих руководителей с доблестным прошлым. Военнослужащим, прошедшим отбор, помогут в развитии управленческих компетенций. Для этого участники программы будут изучать, например, госполитику и региональную экономику. Выпускники смогут применить полученные знания на практике в ходе работы в органах власти. До этого я принимал участие в федеральной программе «Время героев». И поступило предложение также принять участие в региональной программе «Якутия. Земля героев». И, соответственно, человек по жизни он накапливает знания. И я думаю, те знания и умения, которые дадут нам в течение года для конкурсантов этого проекта, они в будущем понадобятся нам в трудовой деятельности на благо нашей Родины. Многочисленные волонтерские организации Нерюнгринского района продолжают ежедневную работу по сбору и отправке гуманитарного груза своим землякам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. И в одном из штабов побывала наша съемочная группа. Выражаю вам искреннюю признательность, благодарность за то, что вы в это нелегкое для страны время, когда идет специальная военная операция, вы делаете все от вас зависящее и помогаете нашим ребятам. Мы высоко ценим ваш неутомимый труд, высокую ответственность и неравнодушное отношение. Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, успехов во всех начинаниях, мирного неба над головой. С таких теплых поздравлений и слов благодарности главы поселка Серебряный Бор начался день у активистов волонтерского движения «Зов сердца». Жители поселка, как и всех остальных населенных пунктов Нерюнгринского района, тоже не смогли остаться в стороне от той большой и важной работы по сбору гуманитарной помощи для своих земляков. Движение ведет свою деятельность с первых дней мобилизации. Так как мы сами все серборовские, и очень много ребят Серебряного Бора находились в тот момент в зоне СВО.
И мы решили, что в Серебряном Бору тоже нужен штаб для тех же самых плетения сетей. Людям удобнее как бы по месту жительства приходить плести сети, удобнее оказывать какую-то помощь, не каждому удобно возить в город. И посоветовались, нам выделили помещение, и мы организовали здесь штаб. Учитывая пожелания бойцов, находящихся на передовой, штабом был приобретен автоклав и налажено производство готовых блюд, морсов, компотов и многого другого. Занимаемся мы приготовлением сублимированных супов. Это супы вермишелевые, это борщи. Также мы изготавливаем свою же горчицу, свой майонез, делаем компоты всякие разные, делаем крупы всякие разные, котлеты, фрикадельки, тефтели, мясные, рыбные изготавливаем, сухари делаем. Ну вот, допустим, мы делаем в автоклаве тушенку. Это наше собственное приготовление, как говорится, мясо мы закупаем, говядину. Также мальчишки у нас любят компоты. Это брусника, голубика. Они очень любят, они разводят. Это концентрат, они разводят и пьют. Также вот у нас ленивые голубцы мы делаем. Тоже все сами. Также сушим яблоки, лимоны, это они добавляют в чай. Также движением «Зов сердца» организован пошив необходимого белья, вязание носков, сбор медикаментов, средств личной гигиены и, конечно, плетутся маскировочные сети. Это наш спонбонд, который нам помогает покупать неравнодушные граждане и также предприниматели нашего района. Мы его разрезаем, раскраиваем, на такие лепестки пробиваем обычной колодкой. Это все вручную, молотком сами. Также у нас уже готовые сети, которые мы уже наплели. А так, это козел для раскройки, разматываем ткани. Плетем сети. Также приходят к нам дети, помогают плести, оставляют свои пожелания. С каждым днем все больше и больше нерюнгринцев присоединяются к волонтерским движениям района, чтобы внести свой, пусть даже и небольшой вклад в общее дело. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри, Якутия. День за днем. В Якутске простились с одной из известнейших и авторитетных женщин Якутии, почетным гражданином республики, государственным деятелем Зоей Корниловой. Панихиду посетил глава региона Айсан Николаев, ее родственники, друзья, земляки и коллеги. Все подробности у Даяны Федоровой. Зоя Афанасьевна Корнилова. Выдающаяся личность, чья жизнь и деятельность оставили заметный след в истории. Она родилась в маленьком селе, но добилась больших результатов. Зоя Афанасьевна стала одной из первых женщин-политиков в России. Весь ее не из легких жизненный, трудовой, политический путь служит примером подлинного патриотизма. Не бывает идеально все прямо гладко, а вот именно надо смотреть. Интересно жить, когда у тебя возникают какие-то проблемы. Что-то надо преодолеть, что-то надо сделать, которое не сделано. А результат он будет помогать. Она известна своими достижениями в социально-экономическом развитии республики. Ее работы отличались оригинальностью и глубиной, что позволило ей завоевать признание как среди коллег, так и среди широкой аудитории. Зоя Афанасьевна, она настояла на кандидатуре Михаила Ефимовича. Мы не ошиблись. Это был вклад Зои Афанасьевны в историю собственного народа. Помимо профессиональной деятельности, Зоя Афанасьевна активно участвовала в общественной жизни. Она стала примером для многих, демонстрируя, как важно стремиться к улучшению мира вокруг. Она оправдала доверие своих земляков, душой болела за каждого якутянина, за жителя, и к ней всегда можно было обратиться. Мы, несмотря на то, что получается, то, что должность такую занимает, она была всегда открыта. Зоя Афанасьевна совмещала депутатскую деятельность с работой постоянного представителя Якутии в Москве, став первой и единственной женщиной, занимавшей этот пост в новейшей истории республики. Она же была выдающимся человеком. Да, и сегодня было отмечено, что те труды, те работы, те выступления, которые были в том числе в
на палате Государственной Думы, да, они лежат в архиве. Зоя Афанасьевна Корнилова оставила глубокий след в политической истории страны. Мы обязательно подпишем указ об увековечении выдающейся дочери нашего народа Зои Афанасьевны Корниловой. Я уверен, что память о ней обязательно будет жить в будущих поколениях. И самое главное, делая жизнь нашей Якутии лучше. Ее яркие таланты и неутомимая энергия навсегда оставили след. Эта утрата невосполнима для всей российской общественности. Даяна Федорова, Илья Сыромятников, Григорий Охлопков, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В республике проходит активная подготовка к прохождению паводкоопасного периода и пожароопасному сезону по линии Росводресурсов. В этом году выделили из федерального бюджета 54 миллиона рублей, а в виде субвенции около 16 миллионов. Продолжается мониторинг крупных рек Якутии. Помимо этого состоялось заседание правительственной комиссии под председательством министра страны по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова. Он поручил продолжать подготовку к прохождению сезона пожаров и паводков и с целью минимизации их последствий. Надо к сезону готовиться. Сегодня первые прогнозы уже поступают. По паводковой ситуации и по пожароопасному сезону республика подвержена угрозе. И, безусловно, мы должны к этому быть готовы. С 10 февраля по 21 марта уже проходит проверка. Проверку проводит по региону Главное управление МЧС России по республике Саха-Якутия. В марте в республике стартуют противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда. Работы будут проводиться на затороопасных участках рек. Особое внимание уделят рекам Алдан, Амга, Нюя и Тока, где в 9 районах республики также планируется провести работы по зачернению льда на площади в 213 гектаров. К другим темам управление Роспотребнадзора по республике информирует, что по данным оперативного мониторинга в целом по региону зарегистрировано 7943 случая острых респираторных вирусных инфекций, что ниже показателя предыдущей недели на 10%. По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов за минувшую неделю в структуре положительных находок отмечается циркуляция вирусов гриппозной и негриппозной этиологии, а также коронавирусов, вызывающих COVID-19. Вводятся ограничительные мероприятия, частично закрыты 53 класса в 17 школах и 26 групп в 17 детских садах. Суммарно тех положительных находок на вирусы гриппа приходится 68% с преобладанием вирусов гриппа А. На вирусу негриппозной этиологии приходится 28%, на коронавирусу 3%. В зависимости от уровня заболеваемости ОРВИ, когда отсутствует более 20% детей в группах или классах в детских образовательных учреждениях, то тогда вводятся точечные карантины. Ленская ЦРБ пополнилась новыми специалистами. В прошлом году к своим обязанностям приступили 4 молодых врача – невролог, терапевт, лаборант и кардиолог. Все они получили по 1 миллиону рублей из районного бюджета. Подробности у Светланы Болеевой. Мы отправляли, вот как раз на КТ нужно. Анжелика Кучумова, врач-невролог, приехала, а точнее вернулась в Ленский район в прошлом году, после окончания ординатуры. Сначала трудоустроилась в поликлинику «Кедр», а после девушку позвали в отделение неврологии, так как заведующая уходила в отпуск, другой замены не было. Я в неврологическом отделении полдня, то есть у нас очень много пациентов, и то есть делаю осмотр, неврологический осмотр больных. Поступают у нас инсультники. Инсультникам нужна первичная специализированная помощь, такие как отправка, экстренные больные, отправка в телемедицинскую консультацию, чтобы они лечились высокоспециализированной помощи в городе Якутске. В день нашей съемки как раз у Анжелики Александровны была смена в отделении. Девушка была на обходе. Хорошо, открываем глазки. Глазки открываем. Руки расслабляем. Расслабляем руки, ручки расслабляем.
Внимательная, чуткая и, несмотря на юный возраст, грамотный специалист, четко знающий свое дело. Пациенты довольны новым врачом. Врачи от Бога. Что девочка эта пришла, умница. Таких я еще не встречала. От больных слышу, как она относится и как она воспринимает. Умница, девчонки. Довольна и заведующая неврологическим отделением. Уже несколько лет ей приходилось работать одной. А пациентов в этом отделении всегда много и большая часть сложные. Анжелику Ольга Ивановна заметила, когда она обучалась в медицинском училище. Девушка уже тогда проявляла интерес к специальности. Она пошла по стопам своей мамы. Мама у нее работает в отделении уже 30 лет. Мама Нюргуяна Алексеевна Мыреева, да. Давно работает. Анжелика Александровна зарекомендовала себя как прекрасный, отзывчивый, внимательный доктор. Мы очень рады приходу нового специалиста. Мы ее ждали. Человек живет неврологией. Молодой врач призналась, что неврология очень сложная наука, очень много различных заболеваний. Постоянно требуются инструментальные исследования. Их не все можно сделать на месте, поэтому главное вовремя принять решение о направлении пациентов в республиканскую больницу. Часто Анжелика проводит телемедицинские консультации. Большинство больных все-таки перенаправляются в Якутск. Те же, у кого диагноз не тяжелый, остаются на месте. У нас есть инсультники, которые не тяжелые. Например, легкие инсульты, малые инсульты, да? Например, и этим инсультам требуются такие лечения, как антиагрегатная терапия, антикоагулянтная терапия и гипотензивные препараты. То есть это у нас осложнение фактора риска артериальное давление, да, и мы это все корректируем. Анжелика уроженка Ленского района. Окончив институт по специальности педиатрия, после ординатуры по неврологии приехала на малую родину к родителям, чтобы жить и трудиться на благо родного края. Девушка не ожидала, что получит еще и солидную поддержку как от республики, так и от района. Я узнала, что административная помощь, она введена только в 2024 году. И поэтому я чисто случайно попала в администрацию, и мне предложили такой вариант, как выплата 1 миллиона рубля для медиков. Мне выплатили от администрации 1 миллион рублей, и также я получила помощь 1 миллиона рубля от Министерства здравоохранения. Средства Анжелика получила, но еще не потратила, пока не знает на что. Решила, что будут ждать большого дела. Поддержки рада. Мечтает встать на очередь на получение служебного жилья, строительство которого начнется уже в следующем году. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. 11 единиц транспорта получила Алданская центральная районная больница за последние 4 года по программе модернизации учреждений здравоохранения первичного звена. Последний УАЗик, предназначенный для одной из поселковых амбулаторий, поступил в феврале. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. В ближайшее время автомобиль для оказания неотложной помощи получит амбулатория поселка Ленинского. УАЗик поступил в Алданскую центральную районную больницу по программе модернизации учреждений здравоохранения первичного звена. Пока неотложка стоит в гараже. После прохождения технического осмотра и постановки на учет в ГИБДД машина будет передана в Ленинский. Мы получили автотранспорт для Ленинской врачебной амбулатории, которая прикреплена непосредственно именно к ленинскому населению с целью обслуживания вызовов, с целью перевозки пациентов, с целью перевозки паллиативных пациентов, перевозки лекарственных препаратов, вакцины и так далее. Обновление автопарка больницы продолжается. В службе скорой помощи УАЗики старого образца заменяются на новые реанимобили. С 2022 года начал работу передвижной мобильный комплекс. КАМАЗ, укомплектованный диагностической аппаратурой и медицинским оборудованием, полностью адаптирован под эффективное решение медицинских задач. Если вот учесть, за 4 года мы всего для Алданской центральной больницы получили 11 единиц автотранспорта. Это достаточно хорошие показатели. Автомобилями обеспечены почти все амбулаторные учреждения района. В перспективе ожидается поступление машины для фельдшерско-акушерского пункта поселка Илмах. Наряду с обновлением автопарка продолжается оснащение больницы современным оборудованием. В прошлом году в акушерском отделении появился аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с экстремально низкой массой тела. А в поликлиниках Алдана и Нижнего Куранаха диагностика проводится на современном эндоскопическом оборудовании. Эндоскопическое оборудование у нас поступило в амбулаторную
звено – это Алданская городская поликлиника и Нижнекуранахская поликлиника. Там очень хорошее эндоскопическое оборудование в виде эндоскопических стоек с возможностью выполнения эндоваскулярных операций. Высокоточные эндоскопы и аппарат ИВЛ для новорожденных – не единственные новинки в Алданской ЦРБ. Обновление медицинского оборудования по программе модернизации учреждений здравоохранения продолжается. Мы получили буквально неделю назад современный операционный стол, который будет у нас установлен в новую отремонтированную оперблок нашего хирургического отделения в Алданской центральной районной больнице. Сегодня без транспорта в медицине невозможна эффективная организация рабочего процесса, а инновационное оборудование открывает широкие диагностические и функциональные возможности. В то же время необходимо помнить, сохранить здоровье поможет постоянное внимание к себе. Медицинские осмотры с профилактической целью необходимо проходить не реже 1 раза в 12 месяцев. Родители должны побеспокоиться о своих детях, чтобы они ежегодно проходили осмотр медицинский. И сами же взрослые постарались выделить минутку, пройти обследование в условиях амбулаторий, поликлиник, ФАПов. Диспансеризацией охватывается все население. В начале марта выездная бригада провела медосмотры жителей сел Чагда и Кутана. Обычно охват пациентов составляет 100%. Однако в этом году в феврале в отдаленных уголках района работала республиканская мобильная бригада. И некоторые граждане прошли осмотр до прибытия сотрудников Алданской ЦРБ. Охват составил 70-80% населения. Выявлены люди, которые планово потом поступят к нам на обследование в центральную районную больницу, на стационарное лечение и дальше уже по направлению врачей на обследование республиканские медицинские организации. В отдаленные населенные пункты медработники выезжают ежегодно. Прием в поселке Угаян Белецкого наслега ведут специалисты Нижнекуранахской больницы, а в Чагду и в Кутану направляется Алданская бригада. Возможность проверить состояние здоровья жители стараются не упускать. Не каждый день можно выехать в центральную районную больницу, потому что дорога зимой практически открывается только в январе по автозимнику, летом по реке Алдан 3 месяца, а остальное время внедорожное состояние, когда населению действительно трудно выехать в Алдан на обследование, на лечение. В ходе осмотров специалисты выездных бригад делают назначения и корректируют тактику лечения пациентам с хроническими заболеваниями. При необходимости граждане направляются в Алдан. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район. В редакцию нашего телеканала поступил крик о помощи. Вот уже несколько лет живущие в ветеранском доме на 202-м микрорайоне вынуждены ходить дома в унтах и теплых куртках ввиду недостаточного теплоснабжения. Ситуация обострилась, когда пришли счета за отопление. Продолжит тему моя коллега Надежда Саханская. Этот дом в 202-м микрорайоне построили в 1995 году в честь 50-летия Великой Победы. Тогда квартиры в нем получили участники Великой Отечественной войны. С ходом времени в квартирах поселились дети и внуки ветеранов, которые сегодня сами находятся в преклонном возрасте. По очереди, да, там вы помаленьку всех, помаленьку всех. Я сейчас на настоящее время не отдам. Супруги Эверстовы вынуждены замерзать в собственной квартире. От постоянного переохлаждения люди преклонного возраста тратят все свои средства на лекарства. Так, на фоне постоянного стресса Рима Васильевна попала в Национальный центр медицины и почти перестала ходить. И все это увидев, приезжая с дачи, я очень расстроилась. И у меня ноги отказали, и поясница, и вообще стала болеть. И меня увезли на С холодом скорой... зимой боролись. На постоянной основе была включена тепловая пушка, которая, несмотря на круглосуточную работу, никак не может обогреть пятикомнатное помещение. Счета за электричество пришли чудовищные. Но это еще полбеды. Жильцам дома произвели перерасчет за теплоэнергию, и теперь многие должны отдать по 15, а то и 20 тысяч кровно заработанных рублей. Так ветеран труда Иван Иванович Кононов, получив квитки, отдал все до последней копейки. Я думал, поехал там с карточками, и думаю, мне все хватит, там 17 тысяч было. А они требуют 22 тысячи. И
у меня на карте этих денег, на этой карте не было. И он не хватило, поэтому пришлось мне платить с 2 карт. Один 15 тысяч заплатил, другой потом 7647 7 рублей 89 копеек. Вот Тем не менее, известно, почему пришли такие начисления. В одном из подъездов дома управляющая компания установила теплоэнергосчетчик, который не прошел поверку. Поэтому жильцы дома теперь вынуждены платить по нормативу. А вот за этой клеткой находится тот самый пресловутый прибор, который ведет как раз-таки счет и пересчет теплоэнергии. Жильцы доступа к нему не имеют, потому что ключ от вот этого замка лежит у управляющей компании. Счетчик не поверен, и где найти правду, жильцы этого дома до сих пор не знают. Вот так некогда уважаемые ветераны труда и тыла оказались беззащитны в трудной ситуации. Нечего тут и говорить о доступной среде для маломобильных граждан. Такая ситуация. У нас течет все это. Они буквально вот... Еще одна проблема – канализация. Жильцы признаются, что первые 15 лет эксплуатации дома все было в порядке. Теперь же картина иная. Слив периодически замерзает, и все сточные воды вытекают прямо на проезжую часть перед домом, в котором насчитывается 100 квартир. Проект, может, неправильно сделан или как-то. Вот последний месяц не бывает, чтобы такого, чтобы оно все. Как-то все равно. Каждый они приезжают, раз, намотает, вытащит и уезжает. Через 2 дня снова. Проблем накоплено множество, и разбираться с ними предстоит управляющей компании. Однако, по словам жильцов, управляйки меняются без их ведома и согласия. Так настала очередь организации НЭС. Единственным органом, который может принять решение о смене управляющей компании, является общее собрание собственников многоквартирного дома. И в случае, если собственники не принимали участие в общем собрании и не согласны с принятым решением, если у них какие-то там сомнения, они могут в судебном порядке оспорить принятое решение в течение 6 месяцев. Ну а проблема остается на поверхности. Благо, жильцы не собираются молчать и сидеть сложа руки, а продолжат ходить в инстанции и посылать свои обращения. Мы, в свою очередь, продолжим следить за развитием событий. Печально, что, несмотря на все заслуги перед Отечеством, ветераны по-прежнему остаются самой беззащитной категорией граждан. Надежда Саханская, Виктор Дичковский, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели. Мы продолжаем. В столице республики выявили лучшего учителя 2025 года. Во Дворце детства подвели итоги прошедшего городского профконкурса среди учителей школ столицы. Ее участниками стали 25 мужчин и женщин из 23 учебных заведений. На конкурсе они продемонстрировали свои педагогические навыки и умения в различных конкурсных испытаниях. Всего были определены победители по 15 различным номинациям, а абсолютным чемпионом конкурса стал Михаил Самсонов, учитель английского языка гимназии Центра глобального образования. Данный конкурс всегда является именно для участника, когда он заявляется на любое конкурсное мероприятие, особенно на городской профессиональный конкурс «Учитель года», является точкой роста, когда человек именно смотрит, чего достиг, к чему еще стремится. У нас есть ассоциация учителей года города Якутска, где мы проводим разные образовательные стажировки, мастер-классы для всех желающих молодых педагогов, опытных педагогов. Потому что именно не только ради конкурса наши участники принимают участие, а ради того, чтобы у них был такой диалог среди своих коллег. В Благовещенске в 2026 году завершится строительство единственной в мире трансграничной канатной дороги. Этот уникальный проект соединит 2 государства – Россию и Китай, связывая Благовещенск и Хэйхэ. Подробнее в материале Ильяны Михайловой.
Разработка канатной дороги ведется уже 10 лет и осуществляется в рамках межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Строительство представляет собой сложную задачу, так как проходит через границы двух стран. Но его основная цель – это обеспечить комфортную транспортировку людей и развить туристическую инфраструктуру. Ожидается, что дорога будет в состоянии перевозить до 2,5 миллионов человек в год. Самое главное, это будет очень интересное само по себе перемещение, очень комфортное. И, соответственно, это позволит людям, которые пересекают границу, быть не просто пассажирами, но и туристами, то есть любоваться прекрасным нашим видом двух городов, Благовещенска и Хэхэ, потому что они уникально расположены на расстоянии всего 700 метров. Рассчитываем, что этот объект, поскольку он сейчас в активной фазе стройки, уже в таком процессе интенсивном, рассчитываем, что объект появится уже и запустится в начале 2026 года. Ключевые технические параметры канатной дороги – это две независимые линии с двумя кабинами вместительностью до 110 человек. Пропускная способность будет достигать до 1780 человек в час в каждом направлении. Время в пути будет занимать 3 минуты. На российской стороне в настоящее время возводится четырехуровневое здание площадью 26 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся торговые площади, фуд-холлы, зоны отдыха и залы пункта пропуска через границу. После завершения строительства жители и гости города будут иметь возможность выбрать комфортный им способ перемещения. Я думаю, что в разные моменты у людей есть разные запросы. Кому-то комфортнее пересечь границу, используя теплоход. Это тоже прекрасный вид сообщения. Он позволяет тоже себя комфортно чувствовать. Там 15 минут по реке, ты прогулочным таким образом пересекаешь. Кому-то захочется впечатления яркого и при этом быстрого, потому что канатная дорога – это как раз про яркий момент такой, да, обзор окрестностей сразу двух государств, но при этом очень быстрый, потому что всего там пару-тройку минут, как нас заверяют, будет само перемещение идти. Как отметила министр, традиционным способом перевозки всегда был речной транспорт. Однако зимой туристы сталкиваются с сезонным ограничением и используют для перемещения воздушные подушки. Новый проект призван расширить возможности транспортировки людей и способствовать развитию туризма в регионе. Лиана Михайлова, Владивосток. Фестиваль «Мусустар» пройдет в Якутии в юбилейный 5-й раз. Традиционное мероприятие соберет более 25 тысяч участников со всех районов республики. Из них в финале, который пройдет в Якутске, ожидается свыше 2500. Юные участники смогут показать свои таланты по 24 различным конкурсам, от классических, музыкальных и танцевальных до архитектурных, спортивных и кулинарных соревнований. На финальных треках выявят победителей в специальных номинациях. Среди районных команд им присвоят звание «Лучший молодежный район республики» и «Лучший молодежный район среди арктических районов республики». В этом году, конечно же, у нас большой акцент делается на празднование 80-летия Победы в нашей стране. В целом будет большое внимание уделено патриотической повестке. А 22 марта всех зрителей ждет большое финальное шоу в Центре спортивной подготовки «Триумф», в котором, я думаю, что мы не уроним ту планку, которая задана предыдущими фестивалями. О семье, доблести и вере в светлое будущее постановка «Судьба» открыла дни Нерюнгринского района в Якутске. Пьеса кукольного театра основана по мотивам повести Михаила Шолохова «Судьба человека». Чем отличается постановка от оригинального произведения, на спектакле побывала моя коллега Надежда Саханская. Чего тебе, а? Я врач, готов выслушать за вашу просьбу. Это история, которая могла произойти с каждым. Именно такой постулат лежит в основе постановки. Главный герой спектакля – якут по национальности и самый что ни на есть обычный человек из плоти и крови. Он познал ужас войны и потерю близких ему людей. Тяжелая роль. Много эмоций испытывает мой персонаж. Передаю эмоции, конечно, через голос свой. Как он переживает какие-то события. В якутской версии рассказа Шолохова история солдата, потерявшего семью, разворачивается параллельно с историей лошади, потерявшей своего же ребенка. Они перекликаются, повторяются и сливаются в одну, показывая, что дитя Джигегея становится альтер-эго главного героя. Когда Андрею будет очень плохо, когда он потеряет и сына, и жену, об этом узнает, и он окажется в некой такой прострации, он потеряет смысл в жизни, он именно, встретив эту лошадь, которая тоже такая же потерянная, как он, они сблизятся, это в каком-то таком своем мирке.
Главная сложность спектакля заключается в его исполнении. Если драматические актеры показывают эмоции через привычные нам мимику и жесты, то для актеров-кукловодов задача гораздо сложнее. Причем одной куклой управляют минимум 3 человека. Вот, а теперь встаем. Ну-ка, чуть-чуть потяните туловище, нагните корпус. Вперед нагните корпус. Ага, во-во-во. Корпус, попу поднимите, вот, и выпрямляйтесь. А он не слишком, как старик, вот так согнулся? Надо чуть-чуть еще больше выпрямиться, потому что сейчас он в полусогнутых ногах. Буквально чувствовать уровень надо пола. Потому что если чуть-чуть не поднимете, будет ходить как старик. Понятно. Но это довольно непростая работа. Да. Ну не зря 5 лет учатся люди. Несмотря на авторское видение повести Шолохова, главная сцена, способная по своему эмоциональному накалу воспламенить даже камень, остается без изменений. Я твой отец. Папка! Родненький! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь! Простой шофер и плотник по профессии, вступивший в поединок с обстоятельствами, порожденными тяжелым историческим временем. Именно этой постановкой открылись дни Нерюнгринского района в Якутске. Впереди у гостей из Южной Якутии спортивные состязания, фотовыставка и пышный гала-концерт, который состоится уже в эту субботу. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск. Глава Якутии Айсен Николаев вручил борцу вольного стиля Льву Павлову денежные сертификаты на общую сумму 750 тысяч рублей. 600 тысяч от имени главы республики и 150 тысяч от Федерации борьбы за золотую медаль на первенстве Европы Ю-23 по спортивной борьбе в Албании. По словам Льва Павлова, он выполнил свой план на первенстве Европы, выиграл и рад, что его победу высоко оценил глава региона. Чемпион пожелал, чтобы и в дальнейшем поддерживали спорт номер 1 в республике. Также сертификаты на общую сумму в 337,5 тысяч рублей вручили личному тренеру спортсмена, тренеру Сунтарской спортивной школы Олимпийского резерва имени Алквиада Иванова Николаю Данилову. В данный момент я выиграл первенство Европы до 24 лет. И мою победу осенил наш глава Арсений Сергеевич Николаев. И в дальнейшем буду обрадовать своими победами свою республику, свою Россию. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами, но я с вами прощаюсь. Всего доброго.